сразу вы попадете на наш канал, а также одновременно она идет в Инстаграме на страничке фонда «Семья для ребенка». Так уж случилось, что здесь находятся две организации некоммерческие, еще и фонд «Семья для ребенка». Я вас рада всех приветствовать. Да? Здравствуйте, уважаемые коллеги, представители некоммерческих организаций. Отдельную благодарность, наверное, с самого начала хочется выразить вам, фонду «Семья для ребенка» и Единому ресурсному центру за то, что поддержали нашу инициативу о проведении такого мероприятия и отработали все от и до. Спасибо вам большое, вашим сотрудникам, вашей команде. Очень отдельное большое спасибо. Спасибо коллегам, которые не побоялись, пришли сегодня сюда. Мы для вас подготовили сегодня очень интересное, для нас, как для госоргана, это немножко неформальное мероприятие, но я думаю, что оно нам всем понравится. И также по поводу трансляции, хотелось бы сказать, что те, кто смотрит нашу трансляцию, и в Инстаграм в итоге пошла, да? Да. Можно задавать вопросы, и в конце, наверное, мы ответим на них. Да, точно. Начинаем. Открываем наш. Да, спасибо. Я бы хотела, вот у нас такая небольшая полемика и даже обсуждение было перед встречей, какая вообще основная цель, зачем созвали людей, уважаемых, из разных министерств и ведомств, да, одели на них маски, посадили вместе, ради чего. Но вот очень хорошо сказали, что, наверное, философствовать уже время прошло, нужно к конструктивному диалогу прийти, и было бы неплохо, если бы мы слышали сегодня ответы на вопросы, что такое НКО, какие они, как нам развиваться, какое должно быть управление, какие точки роста, да, и вообще в чем роль некоммерческих организаций в настоящее время здесь и сейчас. И еще такой немаловажный вопрос. Здесь есть среди нас представители, мы сейчас познакомимся, активных граждан, то есть те, которые еще не создали НКО, но стоят на пороге этого замечательного действа. Есть представители некоммерческих организаций, и есть представители органов власти, и есть представители ОНФ, да, и, как я уже сказала, управление Минюста. Это то, с чего начинается, собственно говоря. И я бы хотела, вот у нас не будет микрофона, мы отказались от микрофона, есть вот такая приветственная ладошка. Я буду ее передавать, я попрошу назвать ваши фамилии, имя, отчество, представиться, сидя ваше ведомство, которое вы представляете, и ответить очень кратко на один простой вопрос. Что для вас лично такое НКО? Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Меня зовут Корячева Мария Викторовна, я являюсь руководителем Департамента комплексного развития системы социального обслуживания Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия. НКО, для нас это, конечно, под двум линиям идет поддержка некоммерческих организаций. Это у нас общественные организации, которые занимаются ветеранами, инвалидами. И также некоммерческие организации у нас являются поставщиками социальных услуг, вошедшим в реестр поставщиков социальных услуг Республики Саха-Якутия. Но по линии Министерства труда у нас два направления по поддержке НКО, как я уже сказала. Хорошо, про мер поддержки. Спасибо. Мы еще отдельно поговорим. Сейчас то же самое. Фамилия, имя, отчество. Какое ведомство, организацию вы представляете и что такое НКО. Надежда, координатор Единого ресурсного центра, записывает это все. Потом не говорите, что вы этого не говорили. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Едрей Вячеслав Сергеевич. Я юрист Единого ресурсного центра. Что такое для меня некоммерческая организация? Я могу ответить определением из закона 7 о некоммерческих организациях. Это организация, не имеющая извлечения прибыли в качестве основной цели и не распределяющую прибыль между участниками. Между тем, эти некоммерческие организации вправе заниматься деятельностью, приносящей доход, либо предпринимательской деятельностью, поскольку это соответствует целям создания и предмету деятельности организации. Некоммерческие организации создаются для каких-либо общественных благ. Спасибо большое. Добрый день, меня зовут Виктория Владимировна Крылова, и я представляю основную некоммерческую организацию по поддержке стратегических инициатив «Индустрия будущего». Наши проекты – это «Точка кипения Якутск», «Клан Клик Якутия»,
И для меня лично, да, НКО, оно это помощь, усиление государства, развитие, это люди и это команда. Отлично, я вам помогу. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Петрова Мария Викторовна. Я являюсь руководителем отдела по взаимодействию с Институтом гражданского общества и молодежи республики. Я сама тоже являлась активным членом НКО. Мы создавали в свое время Лигу женщин города Якутска. Мы создавали Центр помощи семьям ДРЧ, наверное, все знали. Вот, поэтому для меня НКО это, конечно же, моя жизнь, моя деятельность. Здорово, отлично. Добрый день, меня зовут Василева Мария Степановна. Я главный специалист департамента по делам народов Министерства внешних связей и дела народов Республики. Ну, наш департамент взаимодействует с национально-культурным объединением как общественная организация, созданная по принципам коммерческой организации. Наше НКО национально-культурное объединение. Наше национально-культурное объединение включается общественная организация, созданная по национальному признаку, и общественное объединение, созданное по казачеству. Ну, наши НКО, они работают, действуют в сфере межнациональных отношений. Вот то, что они делают, это, мне кажется, очень большое значение Спасибо. для нас. Спасибо большое. Так, мы услышали, давайте запишем, что это различные межнациональные, различные культурные, религиозные и религиозные объединения. И казачьи, да. Добрый день. Меня зовут Пуляевский Василий Александрович. Я представляю ОНО ДПО, учебный центр спасателей. Что такое НКО для нас? Ну, я думаю, это возможность проявлять инициативу места, где люди могут приложить свои усилия из любой социальной группы. Работающие, неработающие, студенты, дети. Это очень важно, я считаю. То есть важно, особенно для детей, направлять энергию в русло, как говорят родители. И следующее, это возможность решить проблемы, которые не решаются другим способом. Что я имею в виду? Опять же, проявляя инициативу, решить проблему для себя, своих товарищей, окружающих тебя людей. Отлично, спасибо. Сзади вас очень активный волонтер. Добрый день, меня зовут Кричина Алена, я являюсь директором Центра по работе с волонтерами в Республике Саха-Якутия. Для нас НКО это получается именно та сфера деятельности, которая позволяет именно активным гражданам внедриться в общественную деятельность, показать себя, в том числе и волонтерство, и помогать людям делать добрые дела и обучать их, как делать добрые дела, как вообще создавать свои проекты и реализовывать свои именно задуманные цели для помощи населению. Спасибо. Всем добрый день, меня зовут Ажакова Дарья. Могу сказать, я активный гражданин. Сейчас наша НКО на стадии регистрации находится. Очень надеемся, что все успешно пройдет. Планируем работать по социально-психологической поддержке населения. Что такое НКО? Я считаю, что НКО это один из основных инструментов для развития общества. Отлично, спасибо. Я сидел и думал, как представиться, но, наверное, представлю полностью, не для радио, не для красного конца, а сейчас объясню почему. Ну, первым начну, что я представляю сейчас. В первую очередь, наверное, скажу, что я представляю председателя Российского союза ветеранов Национальной Республики Саха. Ветеран. Второе, что я скажу, что я представляю Всероссийский народный фронт как руководитель исполкома Народного фронта. И третье, как народный депутат Госсобрания. Я скажу по порядку, как начал, что для меня такое НКО. Как ветерана, как руководитель ветеранского движения, это 35 лет опыта добиваться каких-то решений именно для того, направленных на то, так сказать, сегмент общества, так скажем, да, то есть ветеранов, для решения их проблем. Потому что
спасать мир. Это все спасают, но когда мы занимаемся конкретным делом, у нас получается лучше. Что касается Всероссийского народного фонда, и как депутат, НКО для меня это помощь систематизировать вопросы для решения управлением государством. Я это даже сказал громко, но сейчас объясню, в чем вопрос. Дело в том, что ОНФ и у депутатов, чтобы опираться на достоверную и экспертную оценку каких-то вопросов в решении, это касается детей, молодежи, мы опираемся на экспертов. Кто такие эксперты? Эксперты — это каждый из вас, который в каждой своей области более-менее уже компетентны и сталкиваются с какими-то проблемами, решением вопросов и так далее. Они не решаются, бывает, они могут решаться только на законодательном уровне. Поэтому и Общероссийский народный фронт, и мы, как депутаты, мы всегда должны опираться именно на НКО, на предпринимателей, то есть на людей активных. А где они активны? Конечно же, в НКО и предпринимателей. Поэтому я пришел сюда, чтобы услышать всех и высказать свое мнение. Начальник отдела налогообложения лиц Федеральной налоговой службы. Ну, для нас НКО, конечно, это та категория, которая с момента регистрации уже становится, условно, плательщиком всех налогов, в зависимости от режима. И, соответственно, на сегодня есть небольшая проблема с представлением отчетности. То есть при регистрации это вы как общественная организация, все равно это как юридическое лицо. Поэтому проблема с представлением отчетности. Забывается представление отчетности, к сожалению. А у нас, если плательщики длительное время не отчитываются, то они ликвидируются уже со стороны других органов. К сожалению, немножко такая ситуация есть. Здесь, конечно, проблемы с бухгалтерами, конечно, НКО не могут себе позволять штатных работников, эту проблему знаем. Но просто отчетность, в принципе, для таких организаций, которые, как уже сказали, не осуществляют, не могут осуществлять предпринимательскую деятельность, но это не так, как бы прямо супер-пупер связано. И отчетность для таких организаций у нас упрощенная, поэтому просто раз в год отчитаться и спать спокойно. Отлично. Хороший совет возьмем на заметку. Николай Малаев, руководитель и основатель проекта молодежного центра «Арена-31». Это мое детище и один проект, из которых меня стал узнаваемым, скажем так, если говорить в словах. Действительно, спектр моего сейчас нынче деятельности очень большой, широкий. Переключился уже на помощь другим НКО, чтобы защищать их интересы и права. Мне кажется, это больше для меня имеет какой-то теперь уже жизненный смысл, да, поэтому, в принципе, вот так. Для меня лично НКО — это, конечно же, образ жизни. Наверное, меня поймут только все те, кто здесь находится в зале, потому что для обывателя это не очень понятная фраза. В принципе, для гражданского общества, в принципе, да, общественная деятельность, она должна быть и имеется в любой сфере деятельности. Начиная от политической, заканчивая, я думаю, любой абсолютно, начиная от ЖКХ, политической деятельности. То, что только можно подумать, это основа основ всегда должно быть общество. В любом случае, поэтому никак мы без этого не сможем, поэтому даже любая предпринимательская деятельность, она не может быть отдельно предпринимательской, потому что все равно их целевая аудитория — это общество, в любом случае потребители, поэтому в любом из направлений деятельности существует вот эта наша коммерческая основа. Это есть для меня фундамент. Отлично, спасибо. Можно я тоже скажу, что такое для меня НКО? Ну, у меня какое-то такое двоякое, знаете, ощущение, так как я конкретно работаю со стороны государства, да, с НКО, я могу так сказать. С одной стороны, для меня НКО — это юрлицо, которое обязано соблюдать требования законодательства. А с другой стороны, это что-то такое светлое, благородное, это такая общественная деятельность, там, направленная на решение каких-то проблем социальных, до которых, может быть, не делать другим органам и так далее, ну или руки не доходят. Поэтому, если вот можно два эти мнения объединить в одну НКО, вот это для меня и есть понятие НКО. То есть она должна и соответствовать требованиям законодательства, все по закону делать, и в то же время она должна делать что-то очень общественно полезное. А для вас, Ольга Анатольевна, что такое НКО? Спасибо. Этот вопрос действительно для меня был, наверное, очень сложный 7 лет назад, когда я создавала свою организацию, фонд, да. Я действительно думала, что такое НКО. Но мне кажется, что я с каждым из вас немного согласна. И не то, что немного, это действительно уже моя жизнь.
это дело моей жизни, это инструмент, это для решения, НКО нужна для решения проблем. НКО действительно должно соблюдать законодательство. Мы юридическое лицо, мы должны платить налоги. Мы база, мы основа, мы представители общества. Мы можем быть волонтерами, активными гражданами. Вообще мы граждане, просто неравнодушные люди. И мне кажется, еще для некоммерческой организации очень важно, когда есть лидер, есть команда. В одиночку очень сложно. И еще я считаю, что очень важно для некоммерческой организации, кстати, коммерческие тоже имеют эту вещь, это миссия. Очень важно сесть для некоммерческой организации, с командой разработать, стратегировать, для чего, какой же свет в конце тоннеля мы увидим. Миссия иногда бывает невыполнима, но идти мы к ней действительно можем. Можно я вопрос задам про миссию? Да. Чуть перескочу. Николай, а вот ваша организация, когда вы создавали, вот Арина 31, какая основная миссия была организации? Для чего она была создана? Это очень простая история. Я в своем возрасте, когда я сам был подростком, у меня было свое сообщество, определенно у нас был интерес, оно было довольно крупным, у нас было практически около 600, наверное, последователей, это была электронная музыка. И у нас острая нехватка помещения всегда чувствовалась, и мы просто скидывались, собирались с деньгами и оплачивали очень бешеные буквально деньги по тем временам. Я лично вкладывал какие-то свои средства на неудавшиеся проекты, мне потом приходилось... А ради чего это все было? Это личностное. Для меня конкретно это было таким вот позитивом. Наверное, это я с этим родился. Таким вот. Это движение, да? Ну вот смотрите, если мы вот подведем итог, что такое НКО с ваших слов, это команда, имеющая миссию, это общественная организация, это поставщики соцуслуг, да? Это налогоплательщики, это для помощи, это для людей, это инструмент развития, это сфера деятельности, это образ жизни, это общественно полезная деятельность и так далее. То есть получается у нас у функций НКО очень много. Да? Да. Ну, в принципе, нам Вячеслав, как юрист ресурсного центра, дал определение некоммерческой организации. Это ФЗ номер 7, и мы рекомендуем тех, кто у нас сейчас в эфире, и активным гражданам все-таки как домашнее задание, да, наверное, вы скажете, что ФЗ номер 7 это основополагающий закон, да, который определяет, что такое НКО. Да, определяет, что такое НКО. Ну и давайте по созданию, да, вот немножко завершим эту тему. Вот создается организация. Ну, во-первых, нужно миссию, да, определить, для чего. То есть для чего создается организация. А потом вторым шагом является определение организационно-правовой формы. Ну, допустим, каждая организационно-правовая форма, она имеет свои особенности, создается, возможно, для определенных целей. Вот, допустим, сейчас вам приведу пример. Например, автономная некоммерческая организация же у вас. Да. Вот вы каким образом занимаетесь предпринимательской деятельностью? Ну, мы практически не занимаемся, громко сказано. В этом году нет ни одного штатного работника, к сожалению, но успели проект. Да? Потому что некоторые люди увольняются, что мы с работы, специалисты хорошие, вы стараетесь их простимулировать, привлечь в нашу сторону. Чтобы обучать людей. Ну, в сфере безопасности. Ну вот смотрите, вот допустим, перед тем, как вы выбираете организационно-правовую форму, важно изучить, да, особенности каждой. Например, вот сейчас я вам расскажу, может быть, вы уже знаете, автономная некоммерческая организация, она отличает, это единственная организационно-правовая форма, которая не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью напрямую. То есть для этого она обязана создавать хозяйственное общество или участвовать в нем. Вот такая особенность. Где-то должно быть 3 учредителя, где-то только 1 может быть учредитель и так далее. Где-то обязательно должны формироваться какие-то органы. Где-то их вообще может быть, допустим, 1 орган и так далее. Вот это все нужно определиться на этапе создания. Ну и вот вы создали организацию. Подождите, еще Екатерина, мы еще не создали организацию. Ведь когда мы миссию с вами определили, и да, обратились к юристу ресурсного центра, спросили в Минюсте, нам дали консультацию, что вам, если вы оказываете услуги, то это лучше автономная некоммерческая организация. У нас здесь, кстати, несколько автономных некоммерческих. Это организационно-правовая форма. Но очень важно ведь определить свои цели, которые мы пропишем в уставе. И я как руководитель ресурсного центра, когда к нам обращаются, допустим, помогите в разработке социального проекта для участия в конкурсе Фонда президентских грантов.
и говорят, мы хотим спасти, конечно, все человечество, но сегодня мы хотели бы заняться экологической проблемой, допустим, в зоне реки Вилюй. Мы открываем устав и видим, что такой цели у некоммерческой организации нет. Нет цели решения экологических вопросов, охраны окружающей среды и так далее. То есть вот мне кажется важно сосредоточиться, вот маленечко, на тех целях, которые есть в организации. Да? Вот у вас какие основные цели в ОНО «Индустрии будущего»? Мы предоставляем образовательные услуги. У нас образование детей и взрослых. И мы, собственно, тоже иногда обучающие курсы проводим на платной основе. Это у нас в АКВЭДе прописано в нашей организации. Так, то есть услуги, образовательные услуги. Правильно? Алена, а вот вы, у вас какая основная цель прописана в вашем уставе? Информационная, материальная поддержка именно проектов и организаций, которые хотят заниматься волонтерской деятельностью. Так, которые хотят заниматься волонтерской деятельностью. Мне очень интересно, какая основополагающая цель в общенародном фронте? Ну, во-первых, Всероссийский народный фронт является общероссийской организацией. У нас есть система, устав и подразделения, отделения и так далее. Это движение всероссийское. Нам в этом плане легче, потому что мы, помогая друг другу, опытом делимся, принимаем участие. И самое главное, что у нас есть рычаги, возможности повлиять на власть. Не то, что не хватает общественной организации, вот может быть кто-то бьется, говорит, он правильно говорит, но его не слышат. Вот говорят, ну это пустяк. Там, ну, я не знаю, там, убрать мусорку, там убивается человек, там еще что-то. Так вот, у нас есть эти рычаги. Это очень важно, и понимая, что мы там вот имеем вот этот инструмент, а у нас именно и поручение президента есть, мы проконтролировать снос ветхого жилья, проконтролировать конкретные задачи, да? Но мы же живем в нашем регионе. Нам интересны еще наши проблемы, проблемы города. И когда мы видим, что что-то где-то действительно буксует, не решается, да, и НКО там занимаемся и так далее, мы объединяемся, обращаем. Любой вот здесь сидящий, он может быть экспертом ОНИ. То есть у нас нету такого, что там членство какого-то партбилет выдавать. Это не партия, это движение. Любой человек, но только не так, когда иногда приходит к нам начальник какой-нибудь УЛУСа, говорит, я такой-то руководитель, я хочу возглавить УНФ. Я говорю, а вы за что боретесь или против чего боретесь? Он, это как это? Я говорю, ну какая цель у вас вступления в УНФ? У вас же должна быть тема. А он говорит, ну у меня темы нет, я хочу главное быть там. Вот это про мотивацию человека. Это как раз не про это. У нас должна быть, у каждого человека, который приходит на Народный фронт, у него какая-то должна быть задача, с которой ему нужна помощь. И если мы смотрим, что это в рамках тех задач, которые мы, а практически все, мы экологией занимаемся и так далее. Или он может содействовать в решении. Да, он уже имеет НКО, да. Но ему нужна помощь, какие рычаги работать с властью. Вот тут, конечно же, у нас и депутат Государственной Думы, депутаты Госсобрания Думы и так далее. Да, все они вышли из общественников. И мы не смотрим, какой человек партии, какое это. Главное, чтобы у него были цели, направленные на улучшение нашей жизни. Все, понятно. Хорошо. Так, то вот смотрите, допустим, я могу сказать тоже свое личное мнение, да, по поводу создания. Вот организация создалась. Получила свидетельство о госрегистрации с Минюстом. На этом для меня закончилось создание некоммерческой организации. А что дальше? Вопрос. Вот куда она должна пойти дальше? Вот может быть, не знаю, я знаю, что они должны стать на упрощенную систему налогообложения. Может быть, вот вы нам подскажете, как, для чего именно упрощенка нужна? Что им еще нужно делать? Могут ли они где-то помощь получить при составлении этих документов? Как уже сказали, с момента регистрации НКО становится налогоплательщиком в рамках налогового законодательства. Но упрощенная система налогообложения – это самый простой режим, который не требует специальных прямо супер-пупер знаний бухгалтерских, налогового учета, и может вести на то же, кто создал эту организацию, может спокойно свою деятельность, вернее, главное сдавать отчеты. Здесь получается расчетность по упрощенной системе. Заявление обязательно подается, с момента регистрации подается заявление в налоговый орган, где вы заявляете, что вы применяете именно упрощенную систему налогообложения, и
Потому что без этого заявления мы не можем вам идентифицировать как упрощенца. Мы можем вас тогда идентифицировать как НКО, которое занимается, применяет общий налоговый режим, а это прибыль, НДС, сложные налоги, которые как бы, ну зачем, если есть возможность применять упрощенную систему. Поэтому необходимо обязательно в течение месяца подать это заявление с момента регистрации налогового органа по месту, ну, где вы находитесь, по месту вашей регистрации. Если в Якутске, то межрайонный номер 5, 202. И, соответственно, мы уже вас считаем, что вы упрощенец, и налоговая декларация представляется только по итогам года. Например, зарегистрировались в январе, отчетность за январе 2020, отчетность за 2020 год вы представляете до 30 марта 2001 года. То есть за это время у вас, в принципе, могут возникнуть какие-то доходы, небольшая деятельность, может быть нулевая, доходов нету, какой-то НКО не связано с извлечением прибыли, поэтому просто представляете нулевую отчетность. И до 20 января необходимо обязательно сдать сведения о среднесписочной численности, где вы тоже, как бы, если у вас нет в штате никого, то, соответственно, нулевую просто отчетность. Ну, суть как бы, если в штате есть, то показывается численность этих работников. Вот это две основные формы, которые, ну, как бы связаны с упрощенной системой налогообложения. Но там идут немножко взаимоотношения, если у вас в штате появляются люди, вы выплачиваете зарплату, это уже налог на доходы физических лиц, ну, более. Есть кто-то, кто может оказать помощь в этих вопросах, когда штатная численность появляется и так далее, кто-то, кто смог бы помочь, составить документы? У нас очень как бы информативный сайт, там есть специальная как бы сайт налог.ру, там есть специальная вкладка для налогообложения некоммерческих организаций, прямо выделено это. Можно туда нажать и примерно вот, ну, все системы, которые вот все упрощенные, ну, все эти документы есть. Но как таковой ему как бы служба, конечно, ну, разъясняющая это, в принципе, можно звонить. Ну, в управлении, если что-то, например, мне звонят. Кто-то обращался в прошлом году на НТО, что вот, там проблемы с отчетностью были, вот как избежать штрафа, помогало все, что, ну, чтобы стали отчетность вовремя и так далее. Еще забыла, упрощенная система налогообложения, еще бухгалтерская отчетность, конечно, она тоже до 30 марта, но там же упрощенная форма, там тоже, в принципе, там свои активы, пассивы отразить. Ну, в принципе, можно и нулевую тоже, так сказать, вот это три отчетности основные. Вот, и, ну, не знаю, ну, сайт, потом, ну, консультации налогового органа, у нас тоже есть отделы работы с налогоплательщиками, можно обратиться с вопросами через личные кабинеты, там, предприятия у нас разрабатываются, или как из лица, как бы, личные кабинеты. Хорошо. Спасибо. Но еще можно дополнить, ведь у нас есть ресурсные центры в республике. Я уже хочу сказать, что у нас в городе Якутске только мы знаем 8 ресурсных центров. Но отрадно то, что в муниципалитетах сейчас начали появляться, мы их называем ресурсные люди, да, которые, это иногда в администрации, у ГУСа есть человек, он иногда вообще ответственный за НКО, а иногда абсолютно не ответственный. Ну, допустим, смотрите, в Панабарском районе это замглавы, которая помогает в составлении уставов, которая проверяет проекты, которая звонит нам, нас каким-то образом состыковывает. Тобяйский район, это сотрудник администрации, который берет на себя запрос справок во время конкурсов гранта главы Республики Саха-Якутия, обращается к нам. Вот мы выходим в эфир на следующей неделе по инициативе вот таких ресурсных людей или группы людей. Вот, то есть у нас есть ресурсные центры, куда наши некоммерческие организации, если у них есть вопросы, бухгалтерские, юридические, вопросы по составлению проектов, я бы хотела, чтобы вы нашли их, чтобы вы обращались, не стеснялись, эти услуги абсолютно бесплатны. И я считаю, что профессионализм наших ресурсных центров все-таки растет. Мы уже выходим за пределы Республики Саха-Якутия, входим, вот, допустим, наш центр входит в дальневосточную сеть ресурсных центров. Стараемся всегда приглашать сюда, потому что очень сложно вариться в собственном соку. Здорово, когда мы знаем, что в Челябинске происходит, что в Югре происходит. Представитель Минмолодежи вылетала даже в Югру для того, чтобы понять, как устроена вообще вот эта система поддержки некоммерческого сектора. Да? И я бы хотела вам вопрос задать, Виктория. Ведь у вас есть такой мощный инструмент, как точки кипения. Да, точка кипения – это место, где вот сообщество как раз собирается.
И было бы здорово, мы сейчас работаем над тем, чтобы открыть такую точку кипения в Мирном и в Нерюнгри, а дальше стоит вопрос об открытии маленьких площадок в сельских территориях, но там надо поработать вместе с вами как раз по содержанию, чтобы там были люди, которые бы помогли местному населению создавать свои НКО, но и это отдельный разговор, над которым стоит поработать. И вы готовы эту Супер. Мы создаем площадки, да, мы создаем, ну там есть определенная повестка, и она вот точно такая же, как ваша миссия, скажем так. Я думаю, что вообще сейчас вот современные реалии нас вообще подводят к тому, что мы должны объединяться. Да. Это такой тренд. Вот сейчас скажу одну вещь. Сегодня пришла очень хорошая новость, и мы реализуем проект «Ресурсный центр Арктика». Координатор центра Надежда вылетала в Устьянский УЛОС. И сегодня пришла новость, что там открывается коворкинг-центр для НКО, для активных граждан. Это же здорово. Они просят положение, они хотят узнать, как это нужно. Арктика просыпается. Я вообще этому беспредельно рада. Пожалуйста. Знаете, сейчас вы затронули такую тему, как НКО, помощь НКО государству, да, там прозвучало. Я и хочу вам сказать, что очень важно сейчас сформировать такой механизм, чтобы была наиболее четкая прозрачность и понятие, как формируется поддержка ресурсов. Я говорю, это и гранты, и так далее. У нас это следующая наша тема. Следующая тема. Прямо вам первому дадим слово. Так, прошу прощения. Я бы хотел продолжить по созданию площадок. И хочу сказать всем нашим слушателям и участникам о том, что Народный учебный центр «Спасатель» в 2018-2019 году открыл таких площадок в республике 9. Ну, 6. 3 еще хотим. Опередил события. Так вот, на этих площадках у нас есть помещения, там есть у нас оборудованные прекрасно учебные классы, которые мы, кстати, оборудовали за счет средств фонда президентских грантов, с интерактивным оборудованием, с роботами-тренажерами и так далее. Вот, поэтому я вот приглашаю к сотрудничеству, открывать эти площадки, может быть, и вместе далее. И про Арктику хочу сказать, что сегодня у нас в планах в 2001 году, значит, открыть две таких площадки оборудованных, Тикси и Чукурдаки, это вдоль всех пути. И хочу сказать как раз про администрации, да, у нас выходит администрация Лайковского УЛУСа, и значит, мы с ней отрабатываем эти вопросы уже сейчас. Отлично. То есть у нас сейчас здесь еще на этой площадке идет такая энергия коллаборации, да, сотрудничества. И давайте мы представим, что мы сейчас только что на ваших глазах создали НКО, у которой есть миссия, у нас есть понимание, для каких целей мы ее создали, мы знаем, что нам надо платить налоги, мы знаем, какая у нас будет система налогообложения, какая у нас будет миссия, да, с кем нам дружить, куда идти и для чего мы созданы. Но теперь давайте мы вместе с вами порассуждаем, да, нам надо понять, каким образом нам развивать НКО, управлять, что нужно НКО для ее становления. Вот мы родили НКО, только что она создалась. В чем нуждается, с вашей точки зрения, некоммерческие организации? Они в первую очередь нуждаются в людях. Да. В людях. Так, раз. Прямо Второе, подготовленных людях. Профессионалы. В чем нуждается? Ну, в каком-то материально-техническом обеспечении. Так, материально-техническом обеспечении. Так, мы вначале говорим в чем? В чем? В Финансах, имуществе, еще. Информированности, да? Мы сейчас поподробнее потом поговорим об этом. Конкурсы. Информированность, конкурсы, это про то, что говорили вы, поддержки. Да? Поддержки государства уже есть. Да. Нету четкой и правильной информированности, да, не все информированы. И второе, это понимание, как формируется грант. Если федеральный мы понимаем, как, то республиканские гранты, баллы, кто там что как набирает, никто, я вот пытался разобраться, как федеральный. Вот, понятно. То есть нам надо понимание, нам нужна информация, да, достоверная.
и понятие правила игры. Какие правила игры? Будет игра, но нам ну и правила конкурсы, вообще правила развития, создания, управления НКО. Да, смотрите, я немножко вас выхвачу, да, вот эту тему, чтобы потом к ней возвращаться. Скажите, а есть у нас в республике такое место, какой-то портал, я не знаю, в котором вы были всегда, вот я НКО, я туда зашла и увидела, какое министерство, какую поддержку оказывает, какой конкурс объявлен там и так далее. Что-то есть у нас такое в республике? Или нужно прыгать по сайтам Минмол, Минмолодежи, Минспорта и так далее? У нас кто нам может ответить? Да, кто может ответить? Ну, финансовую поддержку у нас оказывает слишком много министерств. Это не труд. Это Минспорт, Минвнешних связей, да? МВС. Можно я скажу, да? Вот у нас есть желание на платформе One Click Якутия, это цифровая аналитическая платформа, да, это проект Александра Сергеевича, создать как раз-таки, чтобы все видели программы, которые на данный момент действуют. Но это с этого года ОНО «Индустрия будущего» курирует этот проект, и желание есть. То есть я во всеуслышание сейчас говорю о том, что давайте вот тоже подумаем вместе, каким образом, какие министерства, какие программы там должны сидеть, чтобы человек, зайдя на эту платформу, видел информацию для себя. Да. Там как раз таки, это же мониторинг проблем тоже, да, через One Click Якутия там тоже мониторинг проблем происходит, и все бы вместе. Да. Ну, давайте мы вспомним, что у нас появился портал, да, Грант Якутия. .клик, на котором был размещен и полностью шел конкурс гранты главы Республики Саха-Якутия. Но я понимаю, что мы сейчас говорим про одно, но действительно нужна площадка, где мы увидим еще и муниципальные конкурсы, ведь есть поддержка на муниципальном уровне, есть федеральный уровень и региональный. И не только финансовая есть поддержка. А вот сейчас вот, то, что в основном кто здесь перечислил, это мы говорили про ресурсы. Сейчас мы попросим вас вытянуть одну из групп ресурсов и рассказать с вашей точки зрения, что это, кто это, что нужно срочно, может быть со временем, что должно завладеть в своем арсенале НКО для полноценного развития управления и профессионализма. Так, ну давайте. Ну, у меня есть информационные ресурсы, да. Так, что это с вашей точки зрения? Ну, половину частично рассказали. Я рассказала, да, это, конечно, освещение. То есть некоммерческие организации, они должны знать, какую помощь получить, где, каким образом и так далее. И это они не должны обращаться по всем органам подряд, а должен быть какой-то отдел. Одно окно, да, принцип одного окна. А еще я бы добавила, вот как постоянный участник конкурса фонда президентских грантов, если у меня не будет сайта и если у организации не будет соцсетей, то информационная открытость будет 0 или единичка. Это значит, шансов победить в конкурсе нет. Вот это тоже про информационные ресурсы, которых мы можем привлечь и найти волонтеров и другие ресурсы. Так, вам что досталось? У меня природные ресурсы. Да. В свете последних событий было бы здорово, если бы еще больше появилось общественных организаций, которые как раз таки за экологию, да, за то, чтобы охрана природы, да, природопользование и так далее. Отлично. Природные ресурсы, вот смотрите, есть некоторые организации, не все же помогают людям. Да? Вот есть зоозащитные организации, есть организации, которые занимаются бездомным животным, есть организации, которые спасают экологию, пожары, пожарные дружины наши, которые оказались очень востребованы. Да? Поэтому для некоторых НКО, для некоторых проектов без природных ресурсов просто невозможно. Мария Викторовна, ресурсы? Да. Ну, это, наверное, опыт, да? Или контролируем? Это может быть и опыт, и это может быть сроки. Да? Сроки. Вот смотрите, есть градация. В некоторых конкурсах правила игры такие, что если я только что зарегистрировалась и мне всего лишь 6 месяцев, я могу пойти, имею право пойти на конкурс, но не имею права просить какую-то заоблачную сумму на проект. Это всегда про сроки. И мы, проектировщики, социальные проектировщики, знаем, что проект дольше 1,5 лет длиться не может. Это дальше перерастает в программу
государственную программу, там, муниципальную и так далее. Поэтому вот и время очень важно, да, сейчас, мне кажется, это самый дорогой ресурс, это время. Поэтому нам надо уложиться, потому что у всех есть свои дела и так далее. Поэтому временной ресурс, он очень важен. Но для меня, как НКО, это вот сроки, опыт, наверное. Да, спасибо. Ну, я выбрал технологические ресурсы здесь. Почему я так распространяться много не буду? Хотел бы просто как пример привести. Да, пример привести по вот, нашему учебному центру спасателей, проект, который мы готовим. Надеемся, что успеем его сдать. Вот. Мы вам поможем. Появилась необходимость, проблема у нас появилась, что нам необходимы вот такие технологические ресурсы. Мы занимаемся образованием в сфере безопасности, ну там много разных программ есть, для взрослых, для детей и так далее. Значит, и возник вопрос, открываем мы площадки в некоторых районах, но все районы не можем охватить, потому что транспортной схемы нет, климатические условия суровые, да, 9 месяцев зима, и везде можно даже в рамках одного буса людям передвигаться и так далее. Возникла необходимость создания образовательного портала именно в сфере безопасности для населения. Потому что такого портала нет. У вас какие ресурсы еще раз напомните? Это есть технологии. Вот. Возникла такая необходимость. Тем более, что 87% населения у нас по заявлению нашего главы обеспечены высокоскоростным интернетом. И еще какие технологии? технологии? Поэтому тут технология такая, например. Объединение офлайн с онлайном. Так. Площадки есть? Вот. Информационного ресурса нет, люди много раз не могут прийти, один раз отучились, 5 лет и забыли. То, что сейчас происходит здесь. Образовательный портал, где можно пополнить свои знания, подтвердить свои знания и дальше. И второй момент, значит, создание VR-лаборатории. То есть создание онлайн-курсов при помощи видео 360, просто говорить, да, например. Вот я просто привел пример технологических ресурсов, которые актуальны в нашей республике в связи с тем, что сами знаете, сколько у нас территория. Не буду говорить. Все понятно, действительно, да. Мы когда попали вот в условиях пандемии ковида, да, мы с вами не знали, что такое Zoom, что такое Discord. Да, YouTube канал не владел точно, мало какая организация владела. Вот эти все стримы. У Минмолодежи появился Инстаграм ресурс, там уже больше 1500, по-моему, подписчиков, да? 3600. Уже 3600. Мы как-то смотрели и радовались, что там было 1500. Это про технологии. Но вот смотрите, технологии бывают социальные, да? Если мы говорим про услуги, есть четко специальные технологии, как работать с выпускниками детских домов, как работать с людьми с инвалидностью и с ОВЗ и так далее. Такие технологии тоже нужны и важны. Мария Васильевна, пожалуйста, у вас какие будут ресурсы? У меня самый сложный, наверное, ресурс – это материальный ресурс. Да. Дело в том, что для деятельности экономических организаций, для того, чтобы они реализовали свои проекты, нужны определенные материальные ресурсы. Естественно, все это стоит денег, ваших причем. Допустим, я могу сказать, и приведу пример из наших НКО, допустим, экономические организации, созданные по национальному признаку, это у нас кочевые родовые общины, национально-культурное объединение, казачье общество. Смотрите, вот для кочевых родовых общин что нужно? Тундра большая, для них необходимость, первая необходимость это приобретение града, чтобы они осуществляли свои деятельность. Для национально-культурных объединений, для того, чтобы представить свою национальность, что нужно? Костюм, это тоже материальные ресурсы. Для казаков тоже форма своеобразная, тоже материальные ресурсы. И поэтому одна из основополагающих ресурсов, наверное, вторую в очередь помимо финансов, идут материальные ресурсы. Будет материальные ресурсы, будет деятельность. Действительно, я с вами соглашусь, но когда мы преподаем, да, социальное проектирование, мы говорим про то, что материальные ресурсы – это все, что можно потрогать руками. Это может быть мебель, это может быть компьютерная техника, могут быть канцелярские товары, это может быть специальное реабилитационное оборудование, в зависимости от деятельности некоммерческой организации. Спасибо. Вам какие ресурсы? Алена, у тебя есть ресурсы? У меня тоже основные главные ресурсы, это финансовые ресурсы, получается. Да. Ну, из них работа вообще экономической организации с системой, наверное, представить.
Ну, в том числе, помимо финансовых, это участие в грантах, первых, да, плюс еще вот фандрайзинг, да, вот за вами стоит, я все время не смотрю. Вот это тоже сейчас актуально, но мало кто и часто пользуется, я заметила, ну и поэтому даже тот же ремонт помещения можно воспользоваться фандрайзингом, да, в будущем. И помимо этого еще спонсорские какие-то финансовые ресурсы можно, ну, попросить, чтобы, например, мы очень часто столкнулись именно вот во время пандемии, когда работая питание волонтеров, да, чтобы обеспечить. Ну и благодаря всему этому нам помогли спонсорством организации, и благодаря этому мы оплатили питание своих волонтеров. Поэтому очень немаловажные ресурсы, финансовые ресурсы. Да, действительно, финансовые ресурсы, это иногда они к нам приходят как манна небесная, бывают такие меценаты, которые говорят, что мне нравится твоя деятельность, а давайте мы поможем, да, для того, чтобы жизнь стала краше, решить проблему, улучшить качество жизни. Фандрайзинг – это одна из технологий, каким образом можно привлечь ресурсы. Это может быть пожертвование граждан, а может быть юридических лиц. И это тоже здорово. Я могу сказать, что на некоторых территориях бизнес очень активен, и он идет напрямую. И здорово, если он будет не решать проблемы конкретного гражданина или конкретной семьи. Правила в Европе и в Америке – это через некоммерческую организацию, потому что мы прозрачны, мы сдаем отчетность, и мы четко знаем, да, наши цели и задачи, мы не пойдем в какие-то другие. Это, во-первых, это юридически верно. И есть еще одна технология, которая называется краудфандинг, есть такие площадки, но, к сожалению, сейчас юридически запрещено некоммерческим организациям участвовать в этом, но это можно объявлять, организовывать, это возможно. Можно делать интернет-ресурсы, planeta.ru, Boomstarter, какие дела и так далее. Финансы, они действительно очень важны, но я бы хотела сказать, это не всегда единственный ресурс, который нужен. Пожалуйста. Мне попались человеческие ресурсы. Я считаю, что это ключевой ресурс вообще в любой сфере деятельности, в особенности общественной деятельности. Да? Да. Считаю, что было бы здорово популяризировать среди молодежи, да, что НКО, общественная деятельность, там, быть активным гражданином и так далее, чтобы все больше людей хотели заниматься разными проектами во благо нашего общества. Отлично. Человек это звучит гордо, человек это важно, это голова, это идея. Да, и люди в некоммерческих организациях это не всегда сотрудники, лидеры или команда, это волонтеры. Я считаю, это мощный ресурс, который проявил себя вот этим летом просто великолепно. И это просто люди с неравнодушным сердцем, вот, таксисты, люди, которые приходили помогать вот вам, да, и Николай, на вашу арену 31, разносить вот эти продуктовые наборы для людей пожилого возраста. Мне кажется, это бесценно, это надо ценить, и нужны технологии для того, чтобы действительно молодежь почаще приходила, студенты, чтобы они не по списку участвовали в каких-то волонтерских, да, делах, а чтобы это было действительно от чистого сердца, и чтобы это было просто даже тренд, я бы сказала. Спасибо большое. Какие у вас ресурсы? Очень интересно. Как бы специально, не специально, но административные ресурсы. Отлично. Ну, я хочу сразу начать с того, что поддержу, что все-таки главное это люди. Люди, которые горят, которые хотят, которые имеют желание изменить. И у нас, мне нравится, как бы голос молодежи, такой, я недословно сейчас не помню, но хочешь изменить к лучшему что-то, и изменить. Не говоря, да, пойди и сделай, ну, другими словами. Поэтому вот эти люди нужны. Что такое административный ресурс? Я могу обширно на это рассказать, но я скажу коротко, что он необходим. Я сейчас поясню для чего. Что вы, наверное, часто сталкивались, да, что решить какую-то проблему во дворе вы можете. Но есть вопросы системного характера, которые касаются не только НКО, нашей жизни, которая нас окружает. Вот мы сейчас боремся, хотим изменить закон, прекратить засыпать озера, каналы, потому что вода куда-то уходит, и у нас заболачиваемость города идет и так далее. Это системный характер, да, проигрывал. Вот уже экология, да. И
есть вопросы, когда нужно выходить на республиканский уровень, на федеральный уровень, менять законы. И здесь вот этот административный ресурс, он необходим. Что такое административный ресурс? Мы думаем, что это министры. Да, министры бывают, мы, наверное, сталкивались тоже. Вы написали куда-то, пишите, а вам в лучшем случае приходит отписки. Ну ни о чем. Да, вот согласно закону, такой-то, что-то там, и сам не понимает, кто-то просто пишет. Но важный административный ресурс это в чем? Что у нас же среди депутатов, среди тех же общественников, Алена Николаевна Классова вышла вот на не только Народный фронт, это движение, вот, которое 15 лет, по-моему, праздник жизни. Праздник жизни, да, и детям, онкоцентр добились, да, собрали подписи, под лежачий камень вода ничего. Движение было. По мосту Антон Задоров подписал Владимир Владимирович, ему потрёх за пятижак. Когда мост будет построен? Я не говорю, что это он решил, или кто-то там Народный фронт. Это все решали, там глава республики рвал, все. Ну, как говорится, мышка бежала, хвостиком вильнула, и тут, ну, или утилюль, мышка подбежала. То есть чуть-чуть надо иногда, да? Но вот это чуть-чуть, это движение и пошел мотор. Поэтому вот вы все здесь, вот те люди, представляете, которые вот в каждой своей области движет что-то. Движение. Иногда нужен административный ресурс помочь протолкнуть, помочь пробить, помочь отстоять наше, вот, например, Народный фронт. Ну и главная задача своя, я вот глобально скажу, это отстоять справедливость. Вот это глобальная наша задача. А там уже это детали, все, как говорится, истина в деталях, но глобальная задача отстоять справедливость. И вот я со своей стороны считаю, что не всегда согласен, не всегда вы правы, что экология очень важная вещь. Но я скажу, что мой опыт показал ветеранское движение. Иногда у нас создавалось в год по 5 ветеранских организаций. Было время. Зачем, я спрашиваю? 3, 4, 5 человек соберутся, это республиканская организация. Для чего? Чтобы быть главным кому-то, да, что-то там. Цели там все. И власть не знает, с кем общаться. Лучше конкретно по каким-то глобальным вопросам объединяться. И поэтому мы, еще раз говорю, Народный фронт, сейчас одним ставим целью только, не самим делать, а опираться на как. Увидели кто-то, посмотрите, он же правду добивается, он же правильно говорит, а у него ничего не получается. Пошлите к нему, поможем, чем сможем. И пускай ему все лавры будут, пускай это он сделал. Главное, чтобы мы привлекли тот же административный ресурс. Но может, у нас есть рычаги из-за того, что у нас в команде есть серьезные люди, имеющие такую возможность. Это как раз был последний, да? Один из последних ресурсов. И еще, нет, это действительно, наверное, может быть, кто-то еще вспомнит про А можно еще сразу спрошу, потому что мне по времени сейчас бежать надо. Я спрошу с Минюстами же, да? Нет, я вот с Минюстами. Ага. Я про ветеранские движения. Вы знаете, я с большим уважением отношусь и к хору мальчиков, и любителям рыбалки, общественной организации, там, окуней, да? Но есть ветераны Великой Отечественной, сейчас вот ветераны Афганистана, там, и так далее. Это совсем, ну, они на одной планке идут. И когда меня штрафуют за то, что я только не на том бланке сейчас запутался и сдал мой помощник, вот эту отчетность, нужно дифференцировать, потому что в советское время я работал в комсомоле, и мы знаем, как мы относились к ветеранам, как мы тех же афганцев привлекали. Да мы все, на блюдечке с головой говорим, ребята, только принимайте участие в воспитании. А вот это неправда, мы всегда к вам Сейчас да, по комбату мне позвонили и сказали, да, исправьте, пожалуйста. Раньше был просто штраф в суд. За что в суд? Ну, о чем мы тогда можем говорить? Вот поэтому мы здесь сегодня собрались для того, чтобы... Я еще раз заострил, что надо законодательно как-то все-таки разделить. Сейчас ветеранов Великой Отечественной очень мало, и вот старшее поколение у нас получается... Вот, это как предложение. Нет, все льготны по закону, но мы ко всем относимся хорошо, всем помогаем. Да. И про административный ресурс я бы хотела для наших слушателей заострить. Это про партнерство. Важно, когда у тебя есть партнера и министерство, и администрация района, где ты осуществляешь свою деятельность. Это иногда может быть амбассадор, то есть это такой человек уважаемый, он на пенсии уже давным-давно, уважаемый судья, да, который поможет вам юридически грамотно заставить законопроект для решения системного решения, например, какой-то очень острой социальной или экологической проблемы. Так, вот теперь дальше. Теперь как раз хотелось бы поговорить продолжить, наверное, ваш ресурс, который мы вытянули, на мерами поддержки. Есть у нас меры поддержки, которые должны оказываться НКО.
Вот они, да? У нас есть помощник. Вот помощник сейчас раздаст, тоже не нужно пояснять, что зачем, просто прочитаем, и я просто поясню. Давайте. Государственный муниципальный заказ. Государственный муниципальный заказ это вы должны отнести, потому что вы уже... Сейчас пусть все, наверное, получат, да? Да, вот смотри, сейчас мы посмотрим меры поддержки, которые вы вытяните. Вам покажется, что это очень много, но вопрос, как это все получить, куда идти и так далее, я не знаю. Я знаю, что знаете вы, где-то мне поможете сейчас. Да, ну давайте совместно порассуждаем про меры поддержки. Вот когда мы создаем некоммерческую организацию, некоторые из активных граждан думают так: я же хороший, я же белый душист, я создал некоммерческую организацию, мне должны сейчас вот просто отовсюду посыпаться меры поддержки. А с другой стороны, бывает такая ситуация, есть просто суперактивные лидеры некоммерческой организации, но они не знают, куда, каким образом и как получить ту или иную меру поддержки для осуществления своей деятельности. Это у нас сейчас все про управление НКО, да? Ну, в принципе, вы можете зачитывать меру поддержки, и здесь будут комментарии, и можно да, ну вот комментарии. Смотрите, кратко государственный муниципальный заказ. НКО имеют право участвовать в закупках. Да, все, это дальше. так. А льготы по уплате налогов и сборов, может быть, вы нам подскажете, как им воспользоваться этим льготом? Так, у меня тоже льготы попалась как раз. Но льготы, просто надо знать про эти льготы, а в декларации их отражать. Это и пониженные ставки, и налоговые каникулы, нет налоговых каникул. Это всем НКО предоставляется? То есть там нет каких-либо ограничений? Нет, там... И как НКО должны об этом узнать? Ну, информация, конечно, информированность. То есть там нужна информация, где, за какой мерой поддержки идти. Я точно могу сказать, что во время ковида было постановление правительства, которое нас конкретно, во-первых, приравнивает к малому и среднему бизнесу и говорит о том, что вы можете воспользоваться такой мерой поддержки, как за второй квартал все страховые взносы можно перенести на третий, правильно? Да, или они могут вернуться. по-моему. Если честно, это единственная мера поддержки в условиях ковида, которой могли воспользоваться мы, фонд «Семья Да, и причем она появилась одна из последних. Да. То есть это то, что, видимо, какой-то... И это работает. Да. Мы написали письмо, мы объяснили, что мы фонд НКО, и мы эту меру, нам эти деньги действительно вернулись на счета за второй квартал. Так что, может быть, кто вот сейчас слышит, да, там тоже так же может вы можете воспользоваться. воспользоваться. Нужно написать заявление о том, что вы социально ориентированная некоммерческая организация, и вы осуществляли свою деятельность, вы можете вернуть эти деньги за страховые взносы. Есть все-таки информированность, конечно. С нашей стороны мы тоже стараемся как бы охватывать, ну, информировать, ходим на все семинары, куда нас приглашают. А у вас есть какие-то памятки для распространения? Вот мы, например, постоянно, когда выдаем какие-то документы или каким-то образом есть, да, по налогам, по этим. И вот при регистрации, в принципе, наши налоговые тоже выдают памятки, что должен знать, как бы. Они тоже, ну, направлены как бы индивидуально, понимаете, просто, если направленность есть. Да, памятки есть. Какие-то, вот какие-то для именно для НКО памятки? Ну, отдельно не помню. Мы постоянно отправляем как бы вам, все равно как бы что чего есть, и думаем, что вы, наверное, все. Значит, памятки нужно отправлять, я считаю, в ресурсные центры, Министерство по делам молодежи. Эти памятки у нас везде. Они приходят к нам, и мы можем это веерно раздавать. Кроме того, ведь можно делать разного рода рассылки и так далее. Так, следующая мера поддержки у кого? Да. Имущественная поддержка. Могу сказать несколько слов. Да, давай. Значит, я зачем посоветовал по своему опыту НКО связываться с профильными организациями по вашему направлению. Привожу пример. Ну, как я говорил, у нас образование в сфере безопасности. Мы готовим, организация некоммерческая, деньги мы не зарабатываем, но мы имеем лицензию образовательную, имеем помещение. Почему? Откуда? Потому что мы сотрудничаем с соседней республикой Саха, первая работа, заключили соглашение. Мы готовим для них спасателей. Ни одна организация здесь не готовит. Мы готовим водолазов, там высотные работы и так далее. Привлекая таких же специалистов, как они, вот что-то с первого класса, он имеет право преподавать и так далее. То же самое государственный комитет наш, Госпромобеспечение.
профильная организация, да, вот это так называется, так и называется, да, по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Профильная организация, она у нас тоже заинтересована, да. Поэтому вот мы недавно по ВКС провели совещание с участием нашего учебного центра «Спасатель», где присутствуют представители очень многих Минобразования, молодежи. Вы воспользовались этой поддержкой? Значит, да, мы сделали протокол, мы уже заключаем договоры с МВД, вот сегодня пришел нам проект. Мы заключили договор со службой владения, я уже сказал, только не сказал, что они настоящую имущественную поддержку нам оказали. Чем? Своими помещениями. На безвозмездной основе мы получаем их помещения. Но они нас тоже заинтересованы. Вот комитет нам предоставляет информационную поддержку, значит, организационную и так далее. Но имущественная поддержка, она очень существенна от этих организаций. Я не сказал о Главном управлении МЧС России Республики. При подготовке добровольцев они предоставляют нам свои полигоны тоже бесплатно. Вот, полигоны это достаточно дорогостоящие сооружения. То есть вот это тоже история, получается, про партнерство. Да, надо идти по своему профилю. Я вот хочу тоже немножко остановиться, да, именно на этой имущественной поддержке. И вот хотела бы сказать, что законом, да, седьмым федеральным законом установлено, что федеральные органы и органы власти субъектов и местные администрации, они вправе выдавать во владение или пользование имущества. Они вправе должны создавать перечни такого вида имущества, которое свободно от третьих лиц, и размещать на официальных источниках. Вот вопрос, жалко, что администрации нет. Вот вы сейчас у них спросили, делают они это или нет. И есть ли такой список, чтобы можно было тоже зайти, посмотреть вот имущество? Я могу сказать, что есть постановление, реестр для бизнеса, малого и среднего, но для некоммерческих организаций я такого реестра, если честно, не видела. И одна из мер поддержки, вот общественный центр, здесь размещаются некоммерческие организации, да, Николай, сколько у нас здесь некоммерческих организаций? 14-16, это число всегда варьируется. Но еще есть, правильно? Это мера поддержки, мы оплачиваем коммунальные расходы, нам предоставили в центре города, но могу сказать, что тоже есть небольшие сложности, потому что эксплуатационные расходы, они достаточно высоки, да, хотя у нас договор безвозмездного пользования. Но это тоже мера поддержки. Есть на муниципальном уровне, есть примеры, да, например, ЯГУМО подростков. Они находятся на муниципальных площадях, у них есть договор, и можно, то есть в муниципалитетах можно и нужно в рамках 131 закона, да, о местном самоуправлении, вы можете подойти и обратиться. Мы некоммерческая организация, мы оказываем услуги, возможно, жизненные важные здесь и сейчас. Пожалуйста, будьте любезны, предоставьте нам имущественную поддержку, помещение, библиотека. Вода не течет, поэтому придется. Иногда это может быть библиотека, да, администрация и так далее. Вот этими мерами поддержками надо пользоваться и знать свои права. Я вас поддержу в этом вопросе, уже практика уже первый год. Да. У нас практика инвалидов войны, организация была. И выделено было, ну, как это называется, транспорт, то есть это субсидия, поддержка на деятельность. Но 90% она ушла на аренду этого помещения. То есть мы бы могли бы потратить деньги на какие-то экспонаты, на экскурсии, встречи с ребятами, на поездки, там какие-то там что-то, на поддержку ветеранов, там принести просто продуктовый набор, ну то есть на праздник, там, еще что-то, на лечение там какого-то, что-то, на протез, в конце, помочь там кому-то. Нет, вот это вот безвозмездно, получается возмездно и очень даже возмездно. Да. Тоже об этом молчать не надо. Да, мы сейчас как раз с Николаем, и мы обсуждаем с Министерством по делам молодежи этот вопрос, что нужно понимать, что мы здесь коммерческой деятельностью не занимаемся. Мы это используем исключительно в общественно полезных целях. И мы даже решили посчитать, каждая организация, которая находится здесь, может посчитать, на что бы она действительно потратила эти средства, если бы они у нее были, так скажем, свободны. Про коммунальные вопросов нет, мы готовы платить. Так, еще у кого поддержка? Консультационная поддержка. Так. И таким образом, где вы ее получаете, и были бы такие прецеденты у вас? Ну, мы обычно получаем свои консультации от Ассоциации волонтерских центров, например. Нет, это именно господдержка. Господдержка имеется. Да, то есть вы вправе обратиться по своему профилю, да, деятельности
волонтерское, это по труду, да, ближе? Министерство молодежи. Министерство молодежи, они должны вам какую-то помощь оказать консультационную, ваших вопросов, которые вас интересуют. Ну, по идее, в зависимости от направления волонтерской деятельности, потому что у нас есть и волонтеры культуры, и они, соответственно, курируются Министерством культуры, есть серебряные волонтеры, мы с них совместно с Министерством молодежи и трудом культуры получается, поэтому и волонтеры не Министерства здравоохранения, ну, поэтому по профильному именно. То есть конкретно ваша организация пользуется мерой поддержки? Да, мы да. Ну вот, видите, значит, у нас все-таки живые они, не просто нормальные. Ну, вообще-то специальность для поддержки консультационной, методической, образовательной были, мне кажется, когда-то и придуманы ресурсные центры, которые никак ни в одном законодательстве, и может это очень хорошо, нигде они не фигурируют, потому что они все разные, разного уровня, разного профиля. У Алены центр по работе с волонтерами – это своего рода ресурсный центр. У, значит, АКФА бухгалтерские услуги, да, по налогообложению. Есть профильные ресурсные центры, которые оказывают услуги именно для семей с детьми с инвалидностью. Но я думаю, что если Министерство труда и соцразвития придет некоммерческая организация, которая хочет вступить в реестр, например, поставщиков соцуслуг, вы окажете такую консультационную и куда обращаться? Да, мы непосредственно департамент комплексного развития занимается постановкой в реестр поставщиков социальных услуг. Они, согласно приказу 1Н, должны пройти требования. Это санитарные, пожарные и так далее. Но очень большой перечень требований. Если они в соответствии с всеми этими требованиями, они уже входят в реестр поставщиков социальных услуг, и уже наравне с госучреждением оказывают услуги людям, которые уже нуждаются в данных услугах. А мы, конечно, всегда готовы и консультируем всех, кто желает войти в этот реестр поставщиков. И с теми поставщиками, которые уже вошли в этот реестр, у нас создана WhatsApp-группа, мы всегда с ними в тесном контакте, на все вопросы и так далее отвечаем, и всегда ответим. Какой кабинет ментор идеи, куда обратиться, если я только хочу войти в реестр? 208 и 210. Вот смотрите, пока мы остановились, да, немножко на этой теме, у нас есть два реестра. Это реестр поставщиков соцуслуг, который ведете вы, а есть реестр исполнителей общественно полезных услуг. Вот чем они отличаются, эти два реестра, и зачем нужно одно, зачем нужно второе, и вообще, что эти слова, по идее, практически одни и те же, а смысл абсолютно. Да, общественно полезные услуги – это как раз общественно полезные услуги, которые оказываются по многим направлениям, которые прописаны, да, федеральным законом, да, постановлением, да, а поставщики социальных услуг, они работают по федеральному закону 400. Да, то есть по определенным видам деятельности, да, и здесь мы уже не ограничиваем государственные учреждения или некоммерческие организации, или общественные организации. То есть если они вошли в реестр, мы уже не различаем, это некоммерческая организация, госучреждение или что. Они для нас поставщики социальных услуг, и они уже на одинаковых условиях занимаются предоставлением социальных услуг. То есть с ними заключается отдельный договор? Да, то есть компенсация. Да, компенсация. То есть получатель услуг, он с индивидуальной программой предоставления социальных услуг из реестра выбирает поставщика. То есть вот этот реестр висит, и он выбирает, он хочет там пансионат «Рассвет» пойти, или «Милосердие» и так далее. Выбирает поставщика и идет к этому поставщику для получения услуг. А мы уже эти затраты компенсируем. Понятно. Да. И еще один реестр появился у нас. Да, сейчас я в завершении вот этих мер поддержки как раз скажу про наш реестр и, наверное, завершим. Так, а какие еще у нас были меры поддержки? Социальная информационная поддержка. Да. Ну, это без информации, особенно в современный век, невозможно жить. Поэтому информационная поддержка. Вот, например, нашего министерства могу сказать, у нас есть федерационное учреждение в полномочий Республики Саха-Якутия, это Мужественный народный конкурс. При нем существует образовательный, ресурсно-образовательный методологический центр, так называемый РМЦ. Еженедельно, ну вот сейчас в режиме видеоконференц-связи, еженедельно, вот сегодня тоже будет у нас планерку, мы приглашали вас как раз сегодня ходим на одну из таких совещаний. И на этих совещаниях, или же через сайты, или через социальные сети,
мы информируем наше национальное культурное объединение о тех или иных конкурсах. Вот. А Дом дружбы народа, в свою очередь, информирует своих НКО через свой сайт, через Инстаграм, через соцсети и так далее. И поэтому, мне кажется, это одна из дезинформаций. Человек сейчас почти как без рук, можно сказать. Он знает, куда пойти, что делать. И поэтому информационная поддержка у нас не является первоочередной задачей. Я вам скажу... То же самое, те же памятки, которые вы говорили сейчас. Вот это вот тоже есть информационная поддержка. Я подскажу вам, в чем еще может выражаться информационная поддержка. В том числе может выражаться в предоставлении государственными или муниципальными организациями, осуществляющими теле- или радиовещание, бесплатного эфирного времени, либо в печатных изданиях бесплатной площади. Это у нас есть просто одно из проблем информационной поддержки. Да. Есть закон Российской Федерации, Республики СП. Там определенный процент в муниципальном информационном бюджете и республиканском социально значимые проекты, то есть я имею социальную рекламу. Вы можете заявить, вам не имеет права сказать. Вот. Если этот лимит в этом месяце не использован, не все занимаются там. А куда обращаться? На ЛБКСах, на информационные центры, не центры, отвечающие за информационные, есть при правительстве республики есть. Да, то есть вот обращаешься, что у меня социальная реклама. Я вижу, вот это народ люди знают. Так давно он принят, да, кстати? Это уже давно действует, просто еще раз говорю, недостаток информации, наверное, людей, мы им пользуемся, мы часто выступаем, наши активисты, говорим об экологии, каких-то других проблемах и так далее, но тут самое еще желательно, чтобы мы просто там поднимались, не местечкового характера, помогите мне, я там хороший буду сказать, да? Это все понятно, что дело правое, а системного характера. Когда вы говорите о проблеме, которая касается очень большого числа людей, если не всех, то большинства, тогда, конечно, это уже социальная реклама. И она не преследует каких-то выгод для кого-то. Да, и это не про прибыль, это не про бизнес. Нет, это не оспаривание чего-то, не скандалы. Да, все верно. И иногда, между прочим, национальная вещательная компания, да, НВК-СХ, они сами выходят и говорят, мы хотим узнать, ищут такую информацию. Мало того, что я хочу сказать, что скоро вы увидите каждый день маленькие кусочки информации, мы будем снимать и здесь, и в других местах. Мы сейчас ищем лидеров, проекты, НКО, о которых можно и нужно рассказывать в эфире. Следующее. Гранты и субсидии. О, самое. Ну, тут, наверное, можно вечность, наверное, да? Ну, как и раньше, до этого говорили, существует много видов грантов и субсидий поддержки, да? На муниципальном уровне, на республиканском, на федеральном. Многие министерства своих, министерств есть свои гранты и субсидии, и нашего министерства есть. И в этом году, как мы все знаем, гранты главы созданы с целью, чтобы они на примере фонда президентских грантов созданы, да, и с целью упрощения и обобщения. Да. Было до этого 11 субсидий и конкурсов проводились, все в бумажном виде. А сейчас уже там все оцифровывается, и все это переросло в один единый грант. Ну, конечно, мы сейчас вносим изменения, чтобы там были очень много сложностей со сбором справок, да, как мы все знаем. И все это в следующем году мы должны устранить, чтобы было еще проще получить вот эти гранты, чтобы любая некоммерческая организация легко и просто могла подать на эту поддержку. Спасибо. Да, я согласна. Здесь я бы хотела быстро блиц-опрос такой. Какие конкурсы вы знаете, которые проводятся сейчас, проводились для НКО? Конкурсы, вообще любые, какие вы знаете? Какой? Конкурс фонда президентских грантов. Так, конкурс фонда президентских грантов. Федеральная программа
благоустройства дворовых территорий. Вот Жата и школьники Точно. предъявили свой проект, им дали деньги, они благоустроились первым. Так, какие конкурсы? Фонда Потанина. Какие конкурсы есть? Ну, упомянули конкурс главы республики на Якутии. А я хотел сказать площади. Есть конкурсы МЧС России на субвенции по как раз деятельности, о которой вы говорили. Отлично. Какие конкурсы бывают? Межнациональные отношения. Вот. Конкурсы журналистских работников, ВОЛЕЦ. Так. Конкурс Тимченко. Еще знаете? Фонда Тимченко. Народный бюджет. Это город Якутск. Это очень классная, беспрецедентная, я считаю, мера поддержки, которая рассчитана не только для МТО, но и для предпринимателей, и для активных граждан. И это очень здорово. Потому что любая инициатива, вот дворовая, да, подъезд может собрать, могут жители инициативной группы собраться, доказать и выиграть грант. Еще какие конкурсы бывают? 100 сильных идей для России. Вот. Да, Для да. России, кстати, завершился, да, по-моему, этот проект. Там 1000 проектов. У нас, кстати, один проект, Дубанчик, вошел туда, в ОСИ. Вы знаете, сейчас объявлен, вот прямо сейчас для молодежи объявлен конкурс Росмолодежи, где физлица, молодые люди могут написать проект и выиграть до 1,5 миллиона рублей. И я считаю, Якутии нужно побольше как-то вот рассмотреть и участвовать, рассмотреть возможность участия в таких конкурсах, потому что это такая тренировка. Да? Ну хорошо, спасибо. Росмолодежь. Вот, Росмолодежь, да, сказали. Да. Какие еще меры поддержки? У вас попалось, или у вас... Социальные услуги у меня. Вот. Социальные услуги, но это мера поддержки, когда выставляются услуги. Давайте, мне нужна помощь. Вот, как раз мы с вами, вы пригласили меня, Да. ОНО «Индустрия будущего» приглашает для начинающих предпринимателей Хангаласского УРУСа рассказать про социальное предпринимательство, про соцуслуги. Вот то, о чем и говорила Мария Викторовна, это услуги не только в сфере соцзащиты и 442 федеральный закон о социальном обслуживании. Речь идет о вообще сейчас тенденция разгосударствления услуг. То есть, чтобы было не так много государственных бюджетных муниципальных учреждений, а передавались эти функции некоммерческим и коммерческим организациям. И не только в сфере соцзащиты, но вообще во всей социальной сфере. Спорт, здравоохранение, образование, соцзащита и культура. Вот. Поэтому мы должны знать, что частные музеи, частные школы, частные дома престарелых – это и настоящее, и будущее. Это те услуги, которые государство, если мы докажем, если мы войдем в своего рода реестры, мы можем получить. Так, и последние меры поддержки в период COVID-19. Так. В связи с эпидемиологической обстановкой в стране, в России, в мире, правительство Российской Федерации предприняло меры поддержки, предпринимает и, скорее всего, будет дальше предпринимать в связи с коронакризисом. Следующие меры поддержки. Это у нас бывает, вот уже рассказали о них, о страховых взносах с нулевой ставкой, да, за второй квартал. Отсрочка, по-моему, да, по уплате налогов. Отсрочка налогов, также беззаявительный характер имели, которые, это вот со стороны Минюста отсрочка представление отчетов до 1 июня было, также контрольные меры у вас в этом году. Мы перестали применять контрольные меры, отменили все проверки. Все проверки некоммерческих организаций также. И самый главный, наверное, самый такой актуальный, но, к сожалению, у нас проблемы возникли у единого ресурсного центра. Это кредит 2% с возможностью полностью погасить выплаты. То есть, если у вас до следующего, до определенного времени останутся в штате те же самые, ну, то есть те же люди, тот же штат, без потерь, тогда вы можете и не оплачивать. Да, вот это такой кейс, да, это такой кейс, и мы составили как единый ресурсный центр, к нам обратилось 6 организаций, которые хотели получить такую меру поддержки. Мы обратились в Сбербанк, наш местный Сбербанк. Вначале нам сказали, все хорошо, окей, приходите и подписывайте договор оферты. И речь шла именно о возмещении, он так и называется, направление деятельности. То есть это будет безвозвратный кредит
если мы сохраним штатную численность. Но, к сожалению, по ряду причин, и всем некоммерческим организациям были названы разные причины. Сейчас Вячеслав сформулировал письмо, отправил Министерство молодежи. Министерство молодежи отправило зампредседателя правительства, и от зампредседателя правительства улетело письмо о том, Сбербанк, что, коллеги, вы обещали меру поддержки, мы с ней не смогли воспользоваться. Мы этот вопрос сейчас держим на контроле. Считаем, что почему? Потому что мы со всеми регионами дружим, мы сделали опрос, и в каждом регионе России некоммерческие организации такой мерой поддержки воспользовались, и коммерческие, кстати, в том числе. Пока у нас таких прецедентов не было, но мы не знаем. И вот мы сейчас выясняем, это вот защита прав как раз, это защита интересов некоммерческих организаций. Мы должны быть информированы и знать, куда обращаться, если наши права, так скажем, не до конца исполняются или даже нарушаются иногда. Так, Да, и? у меня осталась мера поддержки, услуги, приносящие доход. Но я так понимаю, что это не основная деятельность для некоммерческих организаций, но они, если это прописано в ответ или в уставе, могут заниматься определенными услугами, которые будут приносить доход для некоммерческой организации. Да, Да. Действительно, спасибо большое. Да, Ну и вот я хотела бы завершить тем, что все СОНКО имеют право на получение вот этих мер поддержки государственной, но у нас есть такая отдельная группа НКО, которая называется СОНКО-исполнители общественно полезных услуг. Входите в этот реестр и имеете приоритетное право на получение вот этих мер поддержки. То есть там где-то сроки, где-то вот в 2 годы, например, баллы сразу прибавляются за то, что вы в реестре. Кстати, хочу вас поздравить. Вы вошли в реестр сегодня. Официальную документацию получите, наверное, завтра, послезавтра, в понедельник, может быть. А так вы вообще стали 10-м юбилейным исполнителем общественно полезных услуг и первое НКО, которое получило заключение не у госоргана, не у председателя правительства, а от фонда президентских грантов. Вот, то есть это успешно президентский грант. Это тоже кейс. Оказывается, так можно. Это не обязательно, что нужно собирать кучу бумажек, да, и так далее. Это новость 15 сентября. Насколько я понимаю, такая мера поддержки, что мы можем войти в реестр, когда мы успешно с вами реализуем проект, отчитаемся, и наши финансовые отчеты аналитические будут приняты без замечаний, и прямо заместитель генерального директора Илья Чукалина выдает это заключение, и все онлайн, все подписано электронной цифровой подписью, и прямо вот сейчас прилетело к нам приглашение в чате, нам Жанна Котова, бывший сотрудник ОНР Московского отделения, предлагает проводить онлайн-воркшопы. Час с Минюстом, например, час с Минтрудом соцразвития, час Минартики, час Минмолодежи и так далее. Вот мы возьмем на заметку, возможно, это тоже такая новая технология общения и решения каких-то вопросов, и договоримся о сотрудничестве. Ну, что я хочу сказать, что мы с вами сегодня посмотрели на рождение НКО, да, ее становление, получение мер поддержки, и она уже владеет всеми ресурсами. Последний блиц-опрос. Очень быстро. С вашей точки зрения, пойдем теперь по другому пути. Идеальная НКО, она какая? На самоокупаемости. На самоокупаемости. Да. Отлично. Автономная, независимая. Отлично. Которая реализовала ту цель, ту миссию, которая была изначально заложена. Реализовала или реализует. Отлично. Отлично. Спасибо. Наверное, тоже я близко к этому скажу, потому что если цель поставлена, хоть человеком, хоть организацией, она должна быть достигнута. И если организация умеет достигать той цели, значит она хорошая организация. Отлично. Идеальный доход включается в общественная организация, которая именно реализует свои поставленные цели, тоже повторюсь, да, и проекты, которые они сделали и успешно реализовали, сдали успешно отчеты, в том числе. Это актуально для нас. Заплатили налоги. И заплатили налоги. Сдали отчет. Идеальная.
почти все сказали, под каким углом смотреть, но независимость совершенно правильно согласен. Финансовая независимость. Независимым полностью быть невозможно. Хочу это снизить. Это тоже нехорошо, я бы даже сказала, полностью полная независимость. Верно. Поэтому лучше финансовую независимость. И то, о чем сейчас сказала Алена, я просто по-своему сформулировал, организация, которая регулярно задает стартапы, задает новые идеи и помогает их развивать. Дело в том, что она не всегда должна сама это делать. Да? Она должна искать людей, коллективы, помогать им делать новые проекты. Новые идеи, новые проекты. Отлично. Но мне кажется, она должна быть разнообразной. Если фирма разнообразная, подразумевается все, что мы сейчас говорим. Если он будет выполнять все требования, которые предъявляются некоммерческой организации, исполнителей, на оценке 5 плюс реализует свои проекты, выходит на широкую общественность, информирует о своей деятельности, она должна быть разнообразной. Если она будет разнообразна, то ей будет лучше. Отлично. Спасибо. Так, вот Министерство по делам молодежи ответит. Если она служит объединяющим мостиком между общественностью народом и органами власти. Здорово. Так, дальше идеальная НКО, она какая? Я повторюсь, наверное, то, что она должна быть обязательно автономной, независимой, при этом должны быть последователи, да, чтобы была узнаваемость, чтобы люди двигались за этой организацией, да, чтобы были проекты, которые действительно реализуются, и продукт есть выхлоп какой-то, а не для бумаги, и чтобы это было действительно для народа, чтобы решались какие-то, возможно, не проблемы, а моменты, скажем. Да, я не люблю это слово. Да, отлично. Ну, возможно, это вот реальная организация, которая исполняет свои же цели и, наверное, исполняющая обязательства. Так. Да, коммерческая организация, это, конечно, как вот уже сказали, мост между обществом и государством, да, некоммерческая организация, она должна быть полезной для общества, представлять интересы и защищать интересы общества. Отлично, спасибо. Ну вот вы видите, какая идеальная НКО может быть. Это и мостик, это и продукт для народа, это и отчетность, это законопослушность, это автономность, это идеи, это вообще генератор идей для общества. Она должна выполнять все свои функции, достигать цели миссии, и узнаваемо, известно. Ну, то есть, вот видите, мы в идеале-то с вами, особенно коллеги наши сегодня, слушатели, те, кто смотрят, мы должны, наверное, стремиться к этому. Я бы еще сказала, что вот точно нам будут доверять услуги, когда мы станем профессиональными. Да? Нам надо еще чуть-чуть всегда стремиться быть выше, лучше, сильнее, качественнее и профессиональнее. Ну, а мы вам поможем в этом. Мы вам все поможем. Спасибо большое за сегодняшний день. Мне кажется, вот нам было полезно узнать, что такое НКО, какие меры поддержки, какие ресурсы, к чему мы должны прийти в идеале, и Екатерина, что вы скажете еще? Но я хотела бы, к слову, об идеальных НКО, да, сказать, что их много на самом деле у нас в республике, они есть. Одной, мне кажется, из них являетесь вы. И поэтому вот мы от лица управления хотим выразить вам благодарность за то, что вы вообще наши идеи поддерживаете, сотрудничаете. И от имени управления, в лице начальника управления Ваханова, мы вам вручаем благодарственное письмо вам и вашей команде. Спасибо, что в фонде президентских грантов прикрепить, да? Спасибо большое. Мы вас благодарим, что вы не побоялись, пришли. Одно небольшое фото, и мы разбегаемся. Только как-то надо дистанцию соблюдать. Знаете для чего? Это то, что Алена сказала. Это наш проект.